По-видимому, вы очень спешите. Да, спешу. Весьма сожалею, сударь, но ввиду того, что и я спешу, я просил бы вас пропустить меня вперед. Невозможно. Завтра в полдень мне нужно быть в Лондоне. И мне завтра в 10 утра нужно быть в Лондоне. Весьма сожалею, сударь, но я вышел первым и не пойду вторым. Весьма сожалею, сударь, но я вышел вторым, а пройду первым. По приказу короля? По собственному желанию. Да вы никак ищите драки, сударь. А чего же другого? Так вот, мне нужен приказ, который есть у вас, и которого нет у меня. Хотя он ни крайне необходим. Да вы никак шутите, сударь. Я никогда не шучу. Это за Атоса! Это за Портоса! И это за Арамиса! А это за меня! Эй, Шарлотта, не годится это перебегать другим дорогу. Нехорошо это, Матюрина, ревновать из-за того, что сеньор со мной разговаривает. Сеньор увидел меня первую. Если тебя он увидел первым, зато меня он увидел вторую и обещал на мне жениться. Ну уже ты извини. Он на мне обещал жениться.
Еще раз говорю, на мне! Да вот он тут. Пусть скажет, коли я лгу. Вот свидетельницей. Он признает мою правоту. Он меня любит. Это точно. А женится на мне. Вижу я, передвигать вас можно. То есть как? Как этот стол. Садись же на меня. Аслан, таким как ты, привычна тяжесть. Спокойнее, Асан, ты зла не в меру. Кальяса, остерегайся жала. А я его возьму да вырву прочь. Сперва найди его. Да кто не знает, где жало у вас и в хвосте? Нет в языке. А в чем, скажи? Дурак, в твоем, прощай. Как, мой язык в твоем хвосте? Ну нет, я дворянин. А вот сейчас проверим. Ударь еще! Я сдачи дам, клянусь. Меня прибьешь, так ты не дворянин. Ну-ка, послушай, так ты не уйдешь. Останусь, только рассержу. Мстите. Сергей, не страшно, мне с тобой приятно. Пошли бы лучше спать.
Я собираюсь спать в своей постели. Оставим болтовню, я буду краток. Отец тебя мне в жены отдает. В приданом мы сошлись, а потому я на тебе женюсь добром или силой. Весь не уходит. Не хотел идти, а подзудил дьявол. Ага, явился. Ирандалина! Сеньор кавалер, здравствуйте. Почему вы отказались принять маленький флакон, который я вам послал? А что мне с ним делать? Сделайте мне удовольствие. Возьмите флакон. Сеньор кавалер, я подарков не принимаю. Возьмите, или я рассержусь. Фабрицио, утюг! Берете или нет? Спесился. Вы не можете хоть на минуту бросить ваши глажения? Извините, но мне необходимо выгладить это белье до завтрашнего дня. Значит, ваше белье важнее, чем я? Ну, конечно! А! Простите, я не нарочно. Сеньор кавалер. Сеньор кавалер, мне кажется, вы слишком много себе позволяете. Я ухожу на кухню. У меня закружилась голова. Нет уж, постойте. Дорогая. Марк Брут, трус. Трус? Пьер, мы торопимся. Трусливое ничтожество, безродный выскок. Он дворянин, в его жилах течет благороднейшая кровь. Нет, я в это не верю. Демейн, считайте, что это я вас ударил. С удовольствием. Но прежде я попрошу в сад Марка Брута. Я готов вам дать сатисфакцию когда угодно. Понимаешь, он опытный фехтовальщик, а ты птенец.
Андре, ты передай отцу, что я не опозорил его шпаги. Я убью вас! Вы зря не научились плодить шпаги. Вам недолго осталось, но убью я вас не пулей, а точно так же, как вы его, шпагой, сударь. Ступай! Твоих угроз я не боюсь ни капли! Плевать на вас хотел я! Я дом Господний уважаю больше, чем 100 домов каких-то там в Ломбарде! Слуга покорный ваш! Мое почтение. Ну, началось. Отец мне передал такую весть, что правда можно верить? Да, все, что передал он вам, истинная правда. Так значит, брак Кларичи с сеньором Федерико уже решен? Да, точно так. Так нами решено. Я поражен! Каким вы дерзким тоном вы это говорите! Вы бесчестны! Вы, сударь мой, так говорить не смеете, когда пред вами старый человек. Вы слова не умеете держать! Когда мне старости ваша, я бы вам всю вашу бороду вырвал сразу! А я бы вам поджил, не понимаю.
Прошу прощения, сэр! Я был неправ! Но вы, как дворянин, меня простите! Прошу во всеуслышание при всех сложить с меня упрек в предумышлении! Я вас прощу! Иное дело — честь! Тут свой закон, и я прощать не вправе. Но все же ценю предложенную вами дружбу и дружбой отплачу. Душевно рад и с легким сердцем принимаю вызов. Удар! Отбито! Удар всерьез! Возобновим! Опять удар, не правда ли? Удар! Удар, не отрицаю! А ну теперь ударю я. И два. Так вот же вам! Получите!
всему виновник! Так ступай же, отравленная сталь, по назначению! Вот что, Габи. Мы с вами сейчас одни. И скажите мне спасибо. За что мне вас благодарить? Я следила за вами. И завидовала вам. Завидовали? Почему? У вас есть любовник. Это ваше последнее открытие? Нет, да, смешно. Иначе говоря, я убила своего мужа, потому что у меня есть любовник? Нет, я этого не сказала. Если бы все женщины, у которых есть любовник, убивали своих мужей, на земле бы вообще не осталось мужчин. Наверное, мужчины причинили вам много зла? Да, Даже Марсель? даже он, ведь он мой брат. А вам не кажется, что эти слова бросают на вас подозрение в убийстве? Нет! Марсель верил вам, да? И ни о чем не догадывался. В этот раз я добилась от него денег. Он ждал меня у ворот. Кто ждал? Человек, которого я люблю. И вот ли ему денег? Ему нужны деньги. Сколько вы ему отдали? Все, что получила от Марселя, 2000 франков. 2000 франков? Кто этот человек? Почему вы волнуетесь, а? Это же я отдала деньги своему любовнику, а не вашему. Деньги были в синем конверте. А в большом синем конверте. Они здесь у меня. Скажите, Габи, кто ваш любовник? Жак? Жак Фарно! И вы... А я верю, он обещал жениться. Какая? Как я хочу выколоть эти наглые глаза. И я их выколю. Я задушу! Не подходите. Боитесь. Где же ваша смелость? Вы ранены? Нет. А вы? Нет. Мы счастливо отделались. Адела. Адела.
Зачем ты ищешь меня? Оставь этого человека. Кто ты такая, чтобы мне об этом говорить? Тебе не место около него. С какой охотой ты заняла в это место? Пора мне заговорить. Так больше не может продолжаться. Это только начало. У меня хватило силы духа на то, что тебе не по плечу. Я возьму от жизни то, что мне принадлежит. Он посватался к другой. Он посватался к ней из-за денег, но полюбилась ему я. Я не дам тебе отбить его. Он женится на Ангустиас. Он любит меня. Он любит меня. Лучше зарежь, только не повторяй мне это. Как ты тоже любишь его. Любишь. Да. У меня от горечи разливается грудь, как перезрелый гранат. Одной из нас придется смириться. Пеппа римлянин мой. Не будет этого! Я стану, кем захочет Пеппа. Замолчи! Я не только тебя, слабую женщину, но извившегося на дыбы коня способна одним мизинцем поставить на колени. Стой! Куда ты? Отойди. Попробуй пройди. Пусти. Пусти! Мама! Мам! Мама! Мама! Я хочу получить решительный ответ. Пойдете за меня замуж? Не стойте так близко. Не упускайте возможность выручить свою семейку. Ну а потом, это совсем не лишено приятностей. Оставьте смириться, полковник. Вы совсем не умеете себя держать, я вас научу. Прежде вам придется вернуть мое оружие. Ну аж тогда учите. Вы упустили из виду одну подробность. Я же бандит, а бандиты себя не обременяют правилами игры. Извольте встать на колени и просить прощения у сеньориты. У вас, по-моему, бред. Я говорю, на колени, живо! Я полковник. А вы, скотина, на колени! За что? Когда мне надоест забавляться вами, я проткну вас насквозь. Полковник, на колени. Снова! Просите прощения и клянитесь больше никогда не докучать сеньорите. Клянусь. И прошу прощения. Теперь вон!
полковник. Сынок! Оставьте нас, сеньорита. Оставьте нас. Легко убивать святых. Выйдет ли это у вас вешником? Эту маску я сорву с тебя, если даже мне придется тебя гнать до самого ада. Начнем. Эта минута для одного из нас последняя. Пусть так. Настало время правды. Ваше превосходительство, вы как понимаете, что это ничего не значит? Если кто-либо из рыцарей или знатных людей, находящихся в войсках, желает доказать Эдмунду, называющему себя графом Глостером, что он великий изменник, пусть явится после третьего зова трубы. Противник готов его встретить. Труби, трубач! Вынимай свой меч! Коллективную честь я оскорблю. Твоя рука ответит. Мой меч готов. Извиним богам, отцу и брату, и против герцога замышлял. Должен бы твое спросить я имя, но видом ты мужественный горд.
твоих речах заветно воспитание. Но меч мой у тебя в груди найдет навеки место. Ну кто же ты, мой победитель? И если благородие тебя прощаю я. Покрою я тебя не ниже. А если выше, тем виновней ты, мой брат Эдгария. Бог несправедливый. Круг колесо свершило. Я повержен. Если позволите, господа, воистину пути Господни неисповедимы. Судьба нас свела для того, чтобы мы стали и судьями, и палачами. Господин Раевский прав. Он может вызвать всех нас на дуэль по одному. Но с другой стороны, он не может отнять у меня право требовать сатисфакции у господина Шуленина, у Шуленина Камнинскому и наоборот. Да и думаю, у господина Чистякова есть претензии ко всем. Я правильно понял, господа? Да. Поэтому я предлагаю карусель. Круговая дуэль? Именно. У кого короткая, тот начинает. Господа, я открываю бал. Господа, вы готовы? Да. А я вижу, господа, вы еще не проснулись.
Забавный взгляд, Аня. Забавно, господа. Надо это ввести в традицию. Ваш выход, Раевский. Я прощаю вас, Корнет. Вы слишком молоды, поэтому я вывожу вас из игры. Проходите, Раевский. Я жду другого. Второй круг, господа.